После наводнений в Дагестане возникла угроза распространения инфекции. А какова ситуация в Чеченской Республике? Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И главный внештатный эпидемиолог Минздрава Чеченской Республики и Северного Кавказского федерального округа Асият Муртазалиева. Скажите мне, Асия, действительно ли паводки могут спровоцировать заболевания? И какова сейчас, на сегодня, ситуация в Дагестане? Да, действительно, паводки могут спровоцировать массовые заболевания, так как после паводков, после подтопления источники питьевой воды, они могут загрязняться. Что касается ситуации в Дагестане на сегодняшний день, большинство пациентов, которые ранее были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, они уже выписаны из Карабудакенской центральной районной больницы. К выписке готовятся последние 5 пациентов, новых обращений не поступало. И ситуация находится на контроле министра здравоохранения Республики Дагестан. То есть инфекция распространения не получила? В момент подтопления было более 100 обращений и более 100 госпитализаций с острой кишечной инфекцией, но в настоящее время уже ситуация стабилизировалась. Заняться. Да, ситуация стабилизировалась. Это очень хорошо. А какова текущая ситуация с инфекционными заболеваниями, связанных с паводком у нас дома в Чеченской Республике? Вот насколько мне известно, после наводнения нам удалось избежать вспышек инфекции, или это не так? В Чеченской Республике обращений по поводу инфекционных заболеваний не поступало от граждан. Эпидемиологическая обстановка спокойная. Ситуация также мониторируется и держится на контроле у главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И также ситуация держится на контроле у министра здравоохранения Адама Руслановича Алханова. Хорошо. А какие инфекционные заболевания могут возникнуть во время или после паводков? Извините за такие вопросы, но чтобы наши телезрители знали, что и как. Могут возникнуть острые кишечные инфекции, такие как дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, гепатит Е, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция. Могут быть также зоонозные инфекции, такие как общие для человека и животных. Это лептоспироз, тулеремия, сибирская язва. Также кожные заболевания, грибковая инфекция. Если кожа будет попадать в грязную воду, да, это все от воды. В зоне подтопления, да, кожные инфекции могут быть. А существует ли риск возникновения вспышек заболеваний, связанных с загрязнением воды на территории Чеченской Республики на сегодня? Или были ли обнаружены какие-либо загрязнители, скажу так, в наших водоемах? Ситуация с качеством воды мониторируется Роспотребнадзором. Качество воды ежедневно контролируется. Конечно, в момент подтопления в некоторых источниках вода была мутная, были загрязнения. Сейчас она на контроле у Роспотребнадзора. Ситуация на сегодняшний день на территории Чеченской Республики нормальная. Если сказать простым языком, чтобы наши телезрители не волновались. Пока что жителям из зон подтопления Чеченской Республики рекомендуется пить бутилированную или кипяченую воду. Смотрите, я знаю, что с начала паводка наши инфекционные и эпидемиологические службы работают в усиленном режиме. Какая работа проводится сегодня, в настоящее время? В настоящее время у нас проводится вакцинация против гепатита А, сформированы прививочные бригады, мобильные, которые могут выезжать по дворам. Установлен один пункт мобильный в поселке Кундухово, куда могут также жители обращаться за вакцинацией. В настоящее время привито около 700 человек из подлежащих 1400. Это что касается профилактической работы.
Также проводится информационная работа с населением, что нельзя пить пока из-под крана воду в зонах подтопления, только пить бутилированную или кипяченую воду. Вот. И также профилактика проводится лекарственными препаратами, такими как бактериофаги. Их у нас получило более 100 человек. Это обязательно? Такие По- прививки? Да, в зонах подтопления обязательно, да. Свободно сами люди идут на вакцинацию? Да. Или вы их призываете к этому? Есть группы риска. Это у Группы меня следующий риска, вопрос. да. Кто входит в группу риска? В группы риска входят в первую очередь жители из зон подтопления, также работники коммунальных служб, общепита, медицинских и детских организаций, работники, дети и специалисты, которые участвуют в ликвидации чрезвычайной ситуации. Вот когда сразу надо обращаться к врачам? При каких признаках? За медицинской помощью необходимо обращаться при ухудшении здоровья. Это зависит, как именно обращаться, зависит от тяжести заболевания. Если человек способен передвигаться, он может обратиться в поликлинику по месту жительства именно в инфекционный бокс. В каждой организации есть отдельный вход для температурящих или пациентов с подозрением на инфекционное заболевание. И вот если человек может самостоятельно передвигаться, то он может обратиться в этот инфекционный бокс поликлиники по месту прикрепления. Если состояние ухудшилось и человек не в состоянии обратиться самостоятельно, то нужно вызвать скорую помощь. То есть не надо ждать, если почувствовал себя плохо, тем более ты находишься в этих зонах, лучше сразу пойти, обратиться. Будем надеяться, что с ним никогда ничего плохого не будет, но лучше обратиться, узнать, что это так или нет. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной медицинской помощью в организацию медицинскую. Тем более, что ему не откажут, его проверят, поставят диагноз, скажут, что и как. Если нужно, вакцинируют. Конечно. А тут вопрос не должен возникать, нужно, не нужно вакцинироваться, надо всегда. Я прав? Если по показаниям, Сейчас, тем, кто находится... для жителей из зон подтопления показания эпидемиологические показания. Вот, о чем я и говорю. Да. Вы профессионально об этом, а я по-простому, чтобы наши телезрители знали. Да, по эпидпоказаниям, по эпидемиологическим показаниям мы вакцинируем группы риска. Вот, а как обезопасить себя от различных инфекций во время паводков? Простыми способами, как себя обезопасить от различных инфекций? Какие простые, но важные рекомендации помогут сохранить здоровье людям? До улучшения результатов исследований питьевой воды пить только бутилированную или кипяченую воду, также применять кипяченую воду для обработки продуктов, для мытья посуды, для купания. Вот, кстати, в Дагестане из поступивших пациентов на госпитализацию основная масса были дети грудного возраста, так как их купали. Не обязательно пить. Да. Можно заболеть от того, что ты искупался. Да, дети же, маленькие дети, они могут как бы и глотать эту воду, и при купании также, при купании тоже можно заболеть, подхватить инфекцию. Да. И насколько важна и необходима вакцинация, и против каких инфекций? Давайте еще раз, это очень такая тема животрепещущая, злободневная, чтобы наши люди знали. Не каждый взрослый человек, да, знает календарь национальный. Вот. И каждый гражданин Российской Федерации, скажем так, должен обращаться за медицинской помощью, хотя бы знать своего участкового педиатра, терапевта, быть на связи, да, со своим терапевтом, к примеру. Если терапевт по месту жительства призывает вас на вакцинацию и говорит, вот по эпидпоказаниям, сейчас у нас чрезвычайная ситуация, мы находимся в зоне подтопления, пожалуйста, приходите сегодня на вакцинацию, или же мы к вам домой приходим, да, на вакцинацию, обязательно нужно подписать добровольное согласие и пройти профилактическое мероприятие. Почему нужно пройти профилактическое мероприятие? Следующий мой вопрос. Почему? Да, потому что вирусный гепатит А
У детей проходит в легкой форме в большинстве случаев. Но, У детей? Да, но В взрослые, легкой форме. да, но взрослые переносят ее тяжело, потому что там идет поражение печени. Поэтому нужно прислушаться к специалистам, к медицинским работникам и пройти профилактику. Это нужно, вакцинация необходима. Да, Говори об этом, не говори, она необходима, она нужна. она необходима, да, потому что это самая надежная защита от инфекции. Тут рассуждать не надо. Конечно. Пошел, привился, укол Да. поставил и будь свободен. Не волнуйся. Правильно? Да, все правильно. От 12 до 18 месяцев сохраняется иммунитет после одной прививки, после 2 уже до 20 лет. А кто в приоритете тогда, вот так перефразирую вопрос, для вакцинации в первую очередь в подобных ситуациях? В приоритете это работники О, еще раз. Так. общепита, Так. работники коммунальных служб. Это группа риска и продолжайте, работники, которые проводят работу по ликвидации ЧС, жители этого района, этой зоны подтопления, вот, группы риска. А правильно будет, если я у вас спрошу, существует ли сегодня необходимость вакцинации на территории Чеченской Республики из-за паводка? Если да, от каких инфекций в первую очередь у нас дома? Или нет разницы, Дагестан, Чеченская Республика, инфекция, она есть инфекция, где бы это ни было? Из-за возникновения последних событий, Да. чрезвычайной ситуации, как в Дагестане, так и в Чеченской Республике начата профилактическая работа по вакцинации против вирусного гепатита А. Это в первую очередь? Да, это в первую очередь, и она в настоящее время проводится, как бы работа ведется, все еще ведется, с начала апреля. Хорошо, и продолжая нашу тему, что делать и куда обращаться людям при подозрении на инфекционные заболевания? Допустим, у них где-то в населенном пункте нет там, далеко там больница, я не знаю. Ну, бывают такие ситуации, вот он не может найти врача, вот как быть ему, куда обращаться? В первую очередь изоляция больного от родственников. Дома у себя, Да, изолироваться? дома для начала. Потом вызвать врача на дом из той же врачебной амбулатории или ФАПа. Придут на помощь. То есть изолировался, медицинские. закрылся в какой-то Да. комнате, позвонил, вызвал Да, скорую да, помощь. Если нужно, они госпитализируют, если нет, там же проведут вакцинацию дома. Назначат лечение, Назначат если это лечение. уже пациент больной. Если здоровый, то назначат вакцинацию. Смотрите, не могу не задать вам такой вопрос. Сейчас идет весна. Как говорится, весна на пороге, весна во дворе. Сейчас, даже не находящимся там, в зонах паводка, нужна вакцинация от чего-нибудь. Вот весенний грипп там и другие, что-то такое. Что вы можете посоветовать? Значит, грипп мы проводим в осенний период. Ну и все, вот я поэтому и спросил. Вот что весной? Осенне-зимний период. А весенний период Или больше... весной ничего не надо? Смотрите, есть же календарь. Так. И календарь предусматривает по возрастам от конкретных инфекций. То есть там нету весна, зима. Только вот грипп проводится осенне-зимний период, а остальные прививки, они по возрасту, по календарю прививок. Например, если я получила, к примеру, от кори или от клещевого энцефалита одну дозу, у меня там через месяц, через 2 вторая доза. То есть это индивидуально у каждого человека свой график вакцинации. То есть на весну нам ожидать таких страшных, каких? Но не нужно. Здесь бы я хотела Весна есть весна. Здесь я хотела бы дополнить, Прошу. Например, лицам, которые планируют выезды в неблагополучные территории по клещевому энцефалиту, они Вот могут... Я же говорю, приятно с вами работать, с полуслова меня понимаете. Прошу. Они могут получить вакцинацию против клещевого энцефалита Вот. и спокойно выезжать, путешествовать в этих эндемичных, неблагоприятных территориях по этому заболеванию. Вот вы правильно поняли Да. и ответили на мой вопрос. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный, интересный и нужный, кстати говоря, разговор. И мой последний вопрос. Скажите мне, Асият, готовы ли наши эпидемиологические службы к предотвращению вспышек острых кишечных инфекций? Есть ли у нас
все необходимые для этого, все необходимое для этого. Здесь бы я хотела отметить, что не только эпидемиологическая служба, а в целом система здравоохранения, она готова. Создан резерв лекарственных средств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной профилактики, средств личной гигиены. Да? В общем, все необходимые ресурсы имеются, готовность обеспечена. У нас какая-нибудь такая основная угроза есть, которая говорит, что вот-вот может быть или нет такой угрозы на сегодняшний день? Ну, Если даже это будет, мы готовы. угроза, она всегда есть. Ну, это да. Но вы понимаете, о чем я говорю. Вот, чего нам бояться? Есть то, что нужно бояться. Риски возникновения инфекционных заболеваний, они всегда высокие. Так. Да. И готовность системы здравоохранения к ответу к этим рискам, она имеется в полном объеме, можно сказать. И тут, что бы кто бы ни говорил, если что, я не хочу опять напоминать, что-то говорить, чтобы наши телезрители не пугать, но на все это решение вакцинация. Я прав? Не только вакцинация. Вот вы заканчиваете мысли, заканчивайте. Не только прошу. вакцинация, но и, вот, например, рекомендуем мы пить бутилированную или Вот. кипяченую воду. Это же не относится к вакцинации. Конечно, Вот. я и говорю, заканчивайте мысли. Но также относится к профилактике. Поэтому в зонах подтопления жителям республики, как нашей республики, так и республики Дагестан, я рекомендую пока пить бутилированную или кипяченую воду, также использовать бутилированную или кипяченую воду в хозяйственных нуждах, да, в обработке продуктов, сырых, овощей, мытье посуды и для купания. Вот спасибо вам. Еще раз, что напомнили, что нужно делать. И главное, серьезно относиться к своему здоровью. Да. Берегите себя и свое здоровье. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей нелегкой, но очень нужной работе. Удачи вам. Спасибо. Итак, дорогие друзья, вы сами все слышали. Ситуация в Чеченской Республике контролируемая. Нам волноваться не надо. Ну и главное, вы слышали, да? Вакцинация. Если что, продолжать не буду. Это была программа «Отражение» на телеканале «В войнах». И главный нештатный эпидемиолог Минздрава Чеченской Республики и Северного Кавказского федерального округа Асият Муртазалиева. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.